Как многие уже поняли, зиплайн в парке Урдель – это бонус командам, подарок от организаторов. В общем итоге победителями сезона «Зима» цикла «Турслет» становятся Филипповы, семья преподавателей техникума из Алекминска – Станислав, Альбина и их сын Валентин. Ксенофонтовы – многодетная семья из Хангаласского улуса, воспитывающие помимо своих 2 детей еще 7 приемных детей, уступают лидерам всего 2 балла. Зимний сезон телепроекта «Турслет» всей семьей подходит к концу, но это еще не все, друзья. А следите за 2-м сезоном испытаний, который пройдет в условиях сурового якутского лета. Жара, мошкара, белые ночи, купание в реках и много всего интересного вы увидите во 2-м сезоне. Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. И сейчас, я думаю, что многие узнали, за мной пейзаж – это скалы Еланки. Мы сейчас находимся в окрестностях этого замечательного села, где пройдут соревнования, которые называются «Турслет». «Экостройинвест» – многопрофильная строительная компания, предоставляющая широкий комплекс строительно-производственных услуг, производство строительных материалов, профилированный брус любого сечения, погонажных изделий, имитация бруса и пыловой шпунт, строительство и благоустройство деревянных домов под ключ, септик, забор, производство и монтаж быстро возводимых домокомплектов по каркасно-панельной технологии. Все комплектующие обрабатываются раствором, обеспечивающим огнеупорность и биологическую защиту. Компания на рынке Якутии с 2009 года является официальным членом ассоциации СРО Союза строителей Якутии. Домокомплект «Экостройинвест» – это полностью готовый к монтажу набор заводского производства, состоящий из утепленных каркасных плит, кровли, стен и цоколя для возведения дома. Все материалы сертифицированы, безопасны и разрешены к применению в жилых сооружениях. Панели соответствуют нормам по теплоизоляции нашего сурового региона. Применяется качественный гипоаллергенный утеплитель. Пожаробезопасные. Возможна обшивка дома снаружи и внутри негорючим материалом. Быстро возводимый готовый дом от 3 дней. Строительство круглый год. Все процессы могут быть выполнены в любое время года. Отсутствие усадки. Разнообразные архитектурные решения. Воплотить в реальность вашу мечту – наша осознанная ответственность. Я был во многих странах и городах, но точно знаю, что хочу жить в Якутске. Долго смотрел варианты, и для меня важно было много факторов для моей семьи. Не только сама квартира и квадратура, но и благоустройство, организация инфраструктуры, наличие школы и, конечно же, красота вокруг. Эти виды я уже представляю, как будем вечерами с семьей смотреть на закат, ловить тот самый золотой час. Окунемся в советское прошлое. Вот турслет, который мы пытаемся сейчас общими усилиями проводить, явление как таковое турслет, да? Оно же в советское время какой масштаб носило? Давай начнем с этого. Ну, скажем так, что турслет это является как бы апогеем, что ли, туристской подготовки, которая изначально имела военную, как говорится, основу. Как мы все знаем, было понятие допризывной подготовки. Это началось в школе, соответственно, маршевая подготовка, топографическая подготовка, вообще умение проживать в полевых условиях, то есть полевой быт и так далее. Это все входило именно в понятие допризывной военной подготовки. Потому что в то время все проходили через военную службу, это было обязательно. Ныне сейчас сокращением армии, соответственно, и армия перестала обращать внимание на туризм, ну не только на туризм, но и на другие прикладные виды спорта, военно-прикладные. Это, например, тот же альпинизм, тоже был, ими курировался Министерством обороны. Соответственно, это все ушло, скажем так, стало уходить, скажем так, свободное плавание, коммерческая структура ушла и так далее. Соответственно, какие-то аспекты туризма, детского туризма, которые были присущи Советскому Союзу, они уже утратили свою актуальность.
Сейчас я считаю, например, что у нас турслеты, скажем так, они просто остались как бы по инерции еще идут при Советском Союзе. При Советском Союзе это было все оправдано, это было очень масштабно. Надо было, чтобы дети все имели допризывную подготовку, особенно мальчики. Поэтому у нас, например, в командах было, например, 4 мальчика, 2 девочки. Ну, вот, да. Это требование было? Да, такие требования были, например, были не менее, были еще раньше были и, например, 5 мальчиков, 1 девочка, были и такие требования. То есть, соответственно, больше упор делался на именно мужскую часть населения, на подрастающее поколение, чтобы подготовить их к военной службе. Маршевая подготовка является одной из основной части службы военной службы советской армии, пехота и так далее, да. Ну, соответственно, горный туризм, водный туризм, это все имело военную подоплеку. Вот. И, соответственно, чтобы показать уровень подготовки, именно спортивной подготовки, мастерства, способность преодолеть те или иные препятствия, вводились понятие разряды, спортивные разряды. Сейчас они тоже как бы немножко утратили свое значение, они показывают только именно индивидуальное достижение данного человека. Туриста, там, альпиниста, водника и так далее, да? Вот. Они именно сказать, что вот этот человек имеет большой опыт именно для того, как инструктор, уже, скажем так, уже призванный инструктор, например, в взводе, например, готовит горных стрелков, да, сейчас нельзя сказать, потому что у нас некоторые товарищи выполняют нормативные разряды за 1 сезон. А при Советском Союзе это было невозможно. Это имело физическую подготовку, она имела свои ограничения. Необходимо действительно было фактически опыт прохождения различных маршрутов. И очень которые категорийные были? Кстати, да, разбивали. категорийные были маршруты, да. И, соответственно, ну, началось со степенных для детей, а потом уже выходили на категорийные маршруты. Соответственно, советский мастер спорта, скажем так, да, это человек огромнейшим опытом. Огромнейшим туристским опытом. Этот человек мог, можно сказать, стать инструктором, спокойно обучать всех и вся. Знал все подоплеки, потому что были требования участия не только в своем регионе, например, маршрутах, да, но и в разных регионах. Для этого проводились всероссийские, всесоюзные соревнования, чемпионаты. И были определены какие-то определенные категории видные районы. Якутия была одна из очень сложных маршрутов. У нас до сих пор есть описанные маршруты 5-6 категории. Начиная с 4. У нас нет 1, 2, 3 категории маршруты, простейших. А зато есть 4, 5 и 6 категории маршрутов. Вот. Ну и если же взять нынешнего мастера спорта, скажем так, да, мастер спорта, он есть мастер спорта по туризму в любом случае, но очень много, скажем так, людей, которые получили это очень поспешно, очень быстро. Не успели. Формально? Да, нет, неформально. Они все это выполнили, полностью все законно. И имеется такое понятие, как психологический настрой, психологическая адаптация к человеку. Вот этот момент был упущен. Потому что за сезон, если я могу запросто, например, в альпинизме возьмем, да, за сезон человек мог за весь сезон лагеря сдать только на значок. На то, что типа альпинист СССР, да. Сейчас за сезон можно сдать на 3-й разряд даже. С одной стороны, вроде бы хорошо, то, что человек за короткое время не тратит свое время, отпуска и так далее, да, и получает максимум из того, что он может получить. Это плюс. Но, с другой стороны, большой качество подготовки. Если мы смотрим на вот этого человека, как на будущего инструктора, на будущего человека, который будет сопровождать группы, вести, или даже, не дай бог, попадет в случае войны там, инструктором в эту, например, роту горных стрелков и так далее, вот этот альпинист, может ли он дать много чего? Потому что большая часть, как мы все знаем, все спортсмены это подтвердят, конечно, сила важна, умение, техника важны, но еще важнее дух. И если этот человек быстро, как говорится, поверхностно быстро проскочил все эти уровни подготовки и так далее, максимально приложил усилия, выдержал и стал мастером, да? А другое дело, когда советский человек шел годами, эта нагрузка у него была очень длительное время. И вперед выходили именно те люди, у которых был дух очень крепок. То, что Петр Семенович рассказал с оглядкой на военную подготовку и так далее, и нынешний турист, который просто хочет быть побольше на природе. Он
это какие два явления? Да, понятен вопрос. Во-первых, мне очень жаль, что, к сожалению, я не был в воспитанниках Петросяна, а может быть и к счастью, да, то есть он не оставлял меня под проливным дождем умирать, но, тем не менее, очень много наслышан о его такой подготовке юного поколения. Что касается современного туриста, то это больше все-таки коммерческий турист. Действительно, как отметил Дмитрий, люди сейчас готовы платить деньги за острые ощущения, за то, что они могут пережить в составе команды под чутким присмотром гида, экскурсовода. То есть людям нужно, чтобы их просто вывезли аккуратно, покормили, развлекли и увезли обратно. То есть человек в этом случае, он прилагает минимум усилий для выживания. То есть этот туризм, он... Матрасный туризм, да, можно так сказать. Он больше подходит к нашему современному динамическому ритму жизни. То есть человек может уйти... От суеты. Конечно, на выходные просто он бросил офис, он вышел на 2-3 дня. Для него это уже экстрим, для него достаточно. Да, то есть он красиво выглядит, но такого, чтобы вот прям забрасывалась группа на неделю, на месяц в какие-то там горы, такого, конечно, сейчас не так много таких явлений. Тем не менее, даже в таких группах, да, возникает вопрос физической подготовки. То есть многие люди готовы брать с собой детей, подростков, готовы брать мужей, жен, но, тем не менее, не у всех подготовка позволяет преодолеть. Даже пешие дистанции дневные, 15 километров проход по снегу, да, Петр Семенович, это смешно, да, расстояние начинающие по вашим меркам, но тем не менее для людей, которые вышли из офиса, это сложновато. Поэтому чем больше сейчас будет уделяться внимание подростковому туризму, то есть воспитанию именно юного поколения, это когда дети в 17, 15, 14 лет не сидят за гаджетами, не сидят целиком целый день в компьютерах, они выходят на природу с родителями, с мамами, с папами и делают какие-то попытки активничать. Лучший присмотр — это присмотр родителей. Естественно. То есть даже любой инструктор, любой гид вам скажет, да, что ребенка мы возьмем только либо с родителями, либо, да, сопровождающим, либо с согласия родителей. Конечно. Другое дело, что мало находится родителей, которые согласны не только себя окунуть в трудности, да, но и еще и ребенка, над которым они, скажем так, 12-15 лет бились, да, чтобы он в тепличных условиях рос. И тут ему предлагают под комары, куда-то, под комары, под проливной дождь. Инструкторы зловещие. Инструкторы зловещие. Все верно, да. Но дело в том, что вот в коммерческом туризме человек приходит, платит за то, чтобы получить эмоции. Да. Не трудности. Ему не нужно, и он не хочет преодолевать себя, потому что это его не дело его всей жизни. А раньше же туризмом занимались как бы раз и навсегда. Это философия была целая, конечно. Да, философия, это образ жизни, это вообще был, как бы, можно сказать, отдельная нация, внутри нации, да? А сейчас туризм это как просто средство достижения тех или иных целей. Сходить, сфотографировать какой-то необычайный природный памятник, или событие, или что-нибудь, да? Но при этом, например, если нет дорог, автобус, тогда человек вынужден взять рюкзак, пойти пешком. То есть в данном случае он просто использует туризм как средство прихода на определенную локацию, цели, чтобы провести съемки и так далее. Те же кино снимали. Вот недавно был, да, фильм про заблудившуюся нашу... Карина. Да, девочку. Нам необходимо сейчас, и я так понимаю, что разделить советский подход и коммерческий подход, скажем так, да, выработать нечто, что-то общее, какой-то знаменатель какой-то найти. В данном случае я считаю, что знаменателем мы не должны поднимать именно туристские навыки. То есть поход является именно критерием подготовки человека, это для спортсменов. Для тех, кто хочет чего-то там получить, какое-то удовольствие, посмотреть, похода, куда-то попасть. Кто-то хочет что-то доказать там, да, или выполнить какую-то профессиональную свою задачу. То есть поход в данном случае, то есть маршрут, это просто, скажем так, конечный итог всех туристических полученных навыков. То есть мы должны ребенку дать туристические навыки. Это у нас, например, работа с картой, топографы, да? Работа, полевой быт. Это всех касается. Кто на рыбалку ходит, кто на охоту, кто в военную службу пойдет, кто даже вот работник будет, дорожный работник. Да, просто обслуживать какую-то линию электропередач. Геологи, дорожники, они все живут в полевых условиях, можно сказать. Там то есть у нас регион непосредственно связан с полевыми условиями. Да. Напрямую. Да. И вот поэтому вот эти туристические навыки, которые можно получить в туризме, надо их разделить и дать навыки.
А пойдут ли они в поход или нет, это уже человек сам должен решить. Ну, элементарно даже, как безопасно развести в лесу костер, чтобы не вызвать потом Ну, это базовое, лесные конечно, пожары да, и так да, далее. верно. Это базовое вообще явление. Но, тем не менее, вот мы допустили фразу. Сейчас, когда дети, они, я не побоюсь этого слова, рабы гаджетов, Да. рабы неких технологий, которые позволяют им окунуться в какой-то виртуальный мир и так далее. Приключения Бьера Гриллза и других товарищей, да, до того же записок натуралиста и так далее, они у них вызывают вообще какие-то непонятные ощущения. Они им просто неинтересны, конечно. Дело в том, что ребенок, его мозг заряжен на получение информации, на то, чтобы получить жизненно важную информацию. Мы же создали искусственную среду обитания, соответственно, вся информация искусственная. Ребенок ищет не своим умением что-то сделать, да, а умением найти информацию, знанием о ком-то из звезд, которые у нас в мейнстриме находятся, да, и так далее. Вот эти знания, псевдознания, скажем так, псевдоумения вышли на первый план, потому что мы живем в искусственной среде. Мы оградили ребенка от естественной среды обитания природы, соответственно, у него и продолжает деформация восприятия. А если бы мы его ввели туда, в эту природную среду вернули, хотя бы на время, и он бы понял, что здесь гаджет не имеет никакой роли, не имеет никакой роли знать о том, какие направления течения моды или чего-то там важны и так далее. Здесь важно знать, уметь развести костер, приготовить себе еду, укрыть себя от непогоды, просто элементарно выжить. Какие помочь ягоды можно другим, есть, какие нельзя. Да, помочь другому. И при этом у них будут уже настоящие друзья, а не френды, как говорится, да? Здесь мы затрагиваем очень большой социальный аспект. Да? Дело, не секрет, что сейчас полно неполных семей, в котором помимо ребенка, будь то мальчик или девочка, да, у девочек тоже бывает стремление к природе, к красивым пейзажам и так далее. И не только фотографироваться, а там проверить себя и так далее. Из родителей одна лишь мама, которая, ну, в силу своих социального статуса и так далее, она не прошла школу Петра Семеновича, да, тоже в свое время, и как бы не может дать вот тех знаний и навыков, которые мог бы дать отец. Полные семьи – это с хорошей машиной, с проходимой машиной, да, которые любят отдыхать на ярких локациях. Это и есть наша целевая аудитория, которая сейчас мы пытаемся работать. Потому что только отцы могут дать все те навыки и умения, которые будут необходимы для, я не побоюсь этого слова, выживания среди кишащей комарами тайги. Ну, я бы даже сказал, что в этом случае будет очень правильное распределение обязанностей. То есть, когда мама, папа, я, ведь на каждого приходится какой-то пласт обязанностей. Не один человек тянет все, да, например, папа или мама. То есть, мама может готовить, может медициной заняться. Отец — это физическая работа, ребенок и там помогать. То есть, здесь важно именно в каждой команде, главное, правильно распределить обязанности, да, Петр Семенович? То есть, чтобы было распределение. Здесь поступает понятие семейный туризм, Да, вот, который при Советском Союзе тоже начал развиваться в конце, потому что туризм, честно говоря, это тот вид досуга, когда у человека есть свободное время, возможности и средства, и желание. Если же ты живешь в тайге, в лесу, у тебя, как говорится, полон род заботы, у тебя ты все времени нету, естественно, для тебя туризм – это непонятное явление. Что там бесцельно ходят? Вот и спрашивают многие, зачем на горы подниматься, если все равно спускаются? Вот альпинизм никто не понимает в этом плане, да? Вот. Здесь семейный туризм при Советском Союзе, когда он начал, уже, это, к сожалению, это было в конце 80-х годов, уже когда уже шел... На закате. Время шло к распаду СССР, да? Там понятие семейный туризм ввели именно в турбазах. Потому что тогда было понятие развивать турбазы, туристскую индустрию как таковую, да, когда поняли, что туризм дает определенные деньги. Деньги вращают, даже внутренний туризм дает возможность изымать у людей излишки денег, вводить его в оборот в экономику и так далее. Но я считаю, что помимо турбаз должно быть понятие семейный туризм именно в том виде, когда человек выходит на необорудованную природную среду. То есть в данном случае мы должны, никак не заменяя родителя, особенно отца, педагог, должен обучать как-то вот всю семью. Вот поэтому мы сейчас ищем формы и возможности, и в юридическом плане тоже есть нюансы. Ведь не любого человека пригласишь в школу, как бы, работу и так далее. Не каждому родителю отдашь группу не доверишь, детей. естественно. Да. Есть определенные риски.
Вот. Соответственно, мы сейчас рассматриваем вопрос о развитии семейного туризма именно в контексте выхода на дикую природу. Соответственно, перед этим мы понимаем, что все люди выросли в искусственной среде, и у них возникнут трудности в природной среде. Здесь они должны работать в паре, в связке. При этом отец должен поддерживать, то есть учитель должен работать больше с отцом. Происходит как бы передача знаний от учителя к отцу, уже от отца к сыну. Или, например, к дочери, да, к ребенку. Естественно, отец воспринимается именно как источник обучения. Мы все понимаем, что, например, мать любит не из-за того, что она что-то умеет и что-то делает, она просто любит, потому что она мать. Отца уважают больше всего. Это авторитет. А уважение приходит конкретно с чем-то. Если отец пьянчуга и так далее, никакого внимания от семье, только бизнес и так далее, естественно, никакого авторитета нет. Именно как отца. Да, как добытчика, как бизнесмена уважать могут, это источник денег. Но вот как отца, который обучил сына, повел его первый раз на рыбалку, на охоту, показал некоторые нюансы, этого не будет. Никогда. И вот мы это должны как-то вернуть, не заменяя родителей педагогам. А то иногда бывает так, что педагог вытесняет родителей из... Становится авторитетом для ребенка Да. сам. И могут возникнуть даже конфликты в семье. На прошлой неделе, еще раз, попыток много в возрождении вот этих хороших явлений, Ну да. в том числе и турслетов. На прошлой неделе был республиканский турслет, в котором участвовала хорошая семья из Алекминска. Давай мы вспомним наше общее приключение. Семья Филипповых. Зимний сезон Филипповых. Да, Филипповых, которые участвовали в зимнем сезоне нашего, скажем так, челленджа для любителей туризма и приключений, которые вот мы в совокупности не только с этими людьми, которые у нас в студии, но еще и со множеством других организаций, да, в том это числе было движение первых было. Нам приготовили замечательные локации и переговорили с участниками туристического бизнеса. Агентство по развитию туризма, да, спасибо, ребята, вам огромное. Федерации спортивного туризма и альпинизма и скалолазания. Да. Это все те, которые вот находятся в одной теме. И вот летний турслет, наверное, подытожил вот то впечатление, которое мы получили от семьи Филипповых. Очень немногословные, да? Да. Такие суровые ребята, которые, ну не знаю, добирались до Якутска на перекладных для того, чтобы показать себя в зимний сезон нашей замечательной программы. Вот что ты скажешь про Альбину и Станислава Филиппова? Ну вот Станислав устроился на работу у них в районном центре, именно как руководитель туристского объединения детского. Вот, они там занимаются. В этом году они приехали впервые, можно сказать, участвовали. Ну, конечно, для новичков достаточно проблематично сразу сходу вписаться, тем более, что в этом году мы добавили новые для всех, совершенно для всех участников республиканского турслета. Это школа безопасности, связанная с медицинской ситуацией. Давайте вспомним зимний сезон. Мы еще раз в ходе посиделок и на самом деле мы пошли впереди, скажем так, решений, которые следом приняло руководство, потому что в декабре про семейный туризм на высшем уровне не говорили. Да? Потому что в связи с обстоятельствами, в которых наша страна находится, у нас сейчас будет всплеск внутреннего туризма. Потому что красот и необычайных локаций на территории Якутии достаточно, огромное количество. Так, да. Семья как добирается до этих, ну, скажем так, вот Булус ближайший, да, садится в машину, устраивает поудобнее в машине. Это тоже уметь надо. Вот это вот всю поклажу и бутер разместить есть таким нюансы, образом. безусловно. Да, рассчитать меню. Конечно. Питание, да, добраться, сходить там хорошо сфотографироваться, Конечно, да. обратный путь и так далее. Вот все эти аспекты мы оцениваем плюсом еще. Не дай бог с машиной что-то случилось. Не дай бог кто-то там ушел, заблудился. Не дай бог с кем-то случился какой-то несчастный случай, и надо его спасать. С этим аспектом мы провели первое задание зимнего сезона, в котором приняли 4 семьи. На самом деле очень достойные все семьи. Я вспомню, как Петр Семенович хвалил второго хангаласского участника. Это Андреевы семья и ребенок. Вот абсолютно из искусственной среды мальчик, да? Но который не побоялся встать на 20-метровую высоту. Это мощный выход из зоны комфорта был просто шедевральный. Здесь мы увидели, конечно, конкретно доверие в семье, когда они видят, что
отец или мать говорит «надо», значит он идет. Полное доверие, абсолютно. Человеку, вот весь его опыт, весь его, ну даже отсутствие опыта, все его отсутствие знания кричат «это опасно, не надо». Да я сам орал там, это давайте было, не будем рисковать. А когда мама говорит или отец говорит, все, нам надо туда, ребенок слепо, ну не то, что слепо, имеет в виду, да, а здесь в данном случае из-за отсутствия опыта у него, из-за знания, он же это как бы получается слепое доверие родителя. Ну, цель была перед Он ним идет поставлена просто, да. И вот они показали себя сплоченными очень в этом плане. Вот все эти дети, которые без всяких «ой, я боюсь, я не пойду, а давай сперва ты покажи» и так далее. Этого не было, не надо. Значит, Они просто надо. выходили на дистанцию и шли, да, действительно, Да. мы очень были удивлены. И вот Задание- семья здесь в данном случае, вот то, что формат именно в составе семьи, это очень большой плюс. Безусловно. Потому что мы укрепляем даже вот таким испытанием. Вот Внутренний отношения дух в семье семьи. укрепляются. Мы их ставим в такие необычные условия, которых никогда в их жизни не бывает. Вот. И они как раз именно проверяют друг друга вот, крепость отношений внутри себя. Семья была Козловы-Таврат, да? Помните, Артур и... Конечно, конечно. Артур оказался бывшим морпехом, в морском спецназе служил, да? И он говорил, самое тяжелое было для меня эвакуация раненого. Да? Говорит, я, говорит, в армии таких нагрузок не получал, как сейчас вот получил. Когда Это было было сложное задание испытание, да. сделать волокуши, правильно причем сделать, да? Потому что это что же уметь надо? Естественно, Не чтобы только они не же- развалились, чтобы Да. они могли И транспортироваться перенести нормально. члена одного из родного своего на 500 метров. По снегу, который был по колено, без малого, среди Да. леса, деревьев, пней. И, скажем так, вот, наверное, те ощущения, которые мы нашим участникам предоставили, благодаря Петру Семеновичу, благодаря старшему тренеру Олегу Викторовичу, Сайфуллину, да, Сайфуллину, они все-таки, наверное, это соразмеримо с тем, как будто ты где-нибудь в Турции там, или Да, в да. Вьетнаме прыгаешь с тарзанки. Наверное, соразмеримо. Потому что, еще раз говорю, просто ребенку, который вот только сидел вот так вот, да, и выйти на 20-метровую И тут его на 2 дня вывезли, да, в на совершенно дикие 20-метровую места. высоту по одной веревке, извини меня, он что, каната ходит, что ли? Ну, прошел же. Прошел, потому что были учтены все аспекты безопасности, прежде всего, да, сложности, психологические моменты. Инструктаж был очень исчерпывающий, Да. то есть прямо вот на месте мы инструктировали их. Ну, здесь в данном случае еще скажу так, психологическая составляющая в таких малогруппах, скажем так, автономных малогруппах, всегда имеет большую роль. И человек всегда проверяет, кто рядом с ним. Конечно. Соответственно, шутки бывают у нас, скажем так, на грани фола, потому что, например, через шутки, через смех мы можем проверить... Выводить стресс. Да, каково отношение людей... Насколько к человек вот телевизионным- адаптирован. Да. Может ли он посмеяться над собой? Может ли он дать посмеяться над собой? У меня были опасения, то, что конец марта, какая тут зима и так далее. Но погода да, как бы помогла нам, пронизывающий ветер, снегопад, ну и солнышко было. Команды прошли очень и очень достойно. Мы в зимнем сезоне дали носимые устройства и измеряли стресс перед самыми Сложными этапами. Да, этапами и после. Да, и для меня огромное удивление вызвал тот факт, что практически у всех ни пульс не зашкаливал, ни уровень стресса не поднимался. То есть они отнеслись к этому Это как довольно обычное рутинно. занятие, рутинное, Да, действительно, рутинно да. очень. Но извините меня, когда был там овраг длиной чуть ли не 30 метров, и по нему нужно было пройти на высоте 20 метров, я бы лично... Ну, не мне смог. кажется, у Дмитрия больше зашкаливал бы пульс, если бы мы смотрели еще Надо пульс было Дмитрия, тебя надо По-моему, было да, ставить. по-моему, Мне кажется, он побил бы рекорды. Это было У действительно... меня, как у организатора, очень все-таки зрелищно. пульс зашкаливал, потому что я отворачивался, я не хочу смотреть вот это страшное явление, где неподготовленные дети уходят. Ну да, со стороны это выглядело. Но очень здесь в данном случае еще можно сказать, что это было, наверное, со стороны участников доверие к организаторам. Конечно. Они понимали, что мы их просто так куда-то в непонятное опасность Да, не суем. да. Соответственно, они доверяли нам. Это был большой плюс. Это очень важный И, момент. то есть организаторы, они понимали, что это не просто люди, случайные здесь оказались, да, от которых можно ожидать чего угодно в отрицательном плане. А они понимают, что люди к ним, люди все сделают для того, чтобы им было безопасно. Они были уверены просто, да, что здесь все будет безопасно и как надо. Вот у нас слоган «Докажите, что вы больше, чем семья». Да? Потому что командный дух,
дух взаимовыручки, взаимопомощи, взаимного доверия. Это, вот как Петр Семенович говорит, у которого практически больше, чем, наверное, 40 лет опыта, да? Или сколько? Ну, ближе к 40 уже. Ну, если начать личный, да. А вот если начать, как уже когда я ребят готовил, то где-то 94-го года. Ну, 30 лет. Ну, 30 лет, да. 30-летний Это очень опыт большой подготовки опыт, безусловно. туристов, причем спортивных туристов тоже, да, и, наверное, это все-таки такое незабываемое ощущение будут у всех участников. У нас на канале есть очень разные проекты. Есть проект «Городские девчата», где вот этих вот обитателей искусственного мира, да, со всеми его селфи и лайками, погружают, скажем так, в атмосферу Саилыка того же, да, да. И вот они, что, понимаете, для того, чтобы выпить там, извините, капучино, да, нужно молоко. А как Нужно добыть его просто. Как это молоко добывать, да? Ну и одев резиновые сапоги и так далее. Мы же говорим совсем другие вещи. Мы говорим, давайте соревновательно, давайте в качестве, скажем так, каких-то веселых очень вещей попробуем определить, кто из нас обладает большим навыком выживания там, и так далее. Но здесь, я думаю, важнее еще то, что семья получает другой аспект взаимоотношений, который показывает, кто есть кто. Уже в другой среде, в других как бы, аспектах своих отношений. Это, думаю, да, это не только же семейный не домашний быт, мы должны конечно. показать, что семья это не то, что нам купили квартиру или дом поставили, хозяйством занялись, и на этом все. Это должен быть еще совместный отдых. Совместно какие-то веселые или интересные испытания. Преодоление каких-то трудностей. общих И, конечно, трудностей, в рамках безопасности. Об этом нельзя забывать, конечно. Да? Это не значит, что давайте все куда-то туда... Прыгнем со скалы. Мы понимаем, что Легко. возникают трудности, и назад могут вернуться не все. Вот в этом отношении семья, конечно, должна 100 раз подумать. Но другие понятия, другие, как это, вот, например, просто сплав по какой-то речке, спокойной речке, по той же ботами, да, для любой семьи доступно. Веломаршрут, пожалуйста, тоже для всей семьи доступно. В этом плане семья что сделать? Увидеть себя уже как туристов. Не просто как мама, папа, сын, который учится, у которого есть свои обязанности перед семьей, это приносить пятерки, скажем так, да, грубо говоря. Да? А тут возникает такое, это надо велосипедом ухаживать, осматривать, проводить, это новые навыки. Лагерь ставить, готовить, там, как-то вот рассчитывать дорогу таким образом, чтобы вечером встать в удобном месте, а не в каком-то непонятном месте, где комаров куча, воды нету и так далее. Да? Вот эти навыки, вот эти возможности, они усиливают семью. Уже не просто как людей, у которых есть определенные обязанности, но и то, что они вот, когда они совместно пытаются решать какие-то общие проблемы, возникающие в ходе этого путешествия, в ходе этих маршрутов, это вообще прекрасно. А то бывает так, что через какое-то время, ну, как бы, скажем так, чувства притупляются, да, что-то возникает, какое-то однообразие, это мешает. И тут вот раз... И такой всплеск эмоциональный и физический. Сплав на лодочке, на велосипеде, если хотите как можно быстрее за короткое время пройти большой маршрут. Да? Или просто пешком прогуляться. Ну, да, тот же Кангаласский мыс. У нас банальный выезд по ягоды, да, в район Маганского тракта может привести к встрече с да, просто, ну, Мишкой. Бывают такие моменты. Конечно. То есть нужно быть готовым к абсолютно любым ситуациям. Прокол колеса. Да. У нас было соревнование по замене колеса. Это очень жизненное явление, на самом деле. Да? И чем быстрее, допустим, там за тобой вот этот вот товарищ стоит, да? Чем быстрее ты сменишь колесо, тем дальше от него уйдешь. А это доступно только комплексом, только именно всей когда возле семьей. Дороги отец вышел, что-то меня, один отец, а внутри машины сидят дети и в телефоне начинают что-то там Они писать. ждут, когда он закончит, вместо того, чтобы выйти вместе сделать, помочь в чем-то. Оргкомитет в составе вашего дорогого друга, также всех тех, которые здесь присутствуют. И еще раз говорю, за кадром остаются очень много ребят. Это и Руслан Ачиров, это и операторы, да, которые фиксируют все моменты. Это и представители Федерации. Василий
Пуляевский тот же, да? Василий Александрович Пуляевский, Василий как Александрович. главный судья тогда у нас Да. был, да, почти что. Очень уважаемый человек, и еще раз, человек с огромным опытом практического применения навыков применения. Он же руководил спасателями. Да. Алексей Климевич Семенов, который нам помог и со снаряжением, и с другими ребятами, которые от Федерации к нам пришли. Василий Васильевич Местников, которые тоже прокладывали задания и принимали участие. На самом деле, еще раз, люди, которые собрались вокруг проекта «Турслет всей семьей», они обладают необходимыми навыками, умениями, квалификацией и интересом, скажем, интересом к тому делу, которое они не преподают, а, как сказать, пропагандируют. Несут в массы. Несут массы, да. Вот тот же Евгений Никифоров, да, который был, он мало того, что является руководителем турклуба, он еще и гид. То есть быть гидом, на самом деле, в ходе даже пешего легкого маршрута выходного дня, это, извините меня, там 6 часов... Что-то говорить. Что-то говорить, причем говорить тему, это нести тоже... ответственность за тех, В конечном за итоге, всё, что чтобы все произойдет. прошли маршрут, чтобы все дошли и остались довольны. Учитывая каждый психологический аспект любой, он смотрит там, кому-то что-то нет, кому-то что-то Да, тяжело да, стало. да. Это он все должен быстро подмечать, быстро приноравливать. Это вот. Ну и увидимся на туристских трассах, которых у нас в республике, на самом деле, огромное количество.